Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами очередной выпуск программы «Один из нас». И нет на свете ничего постоянного, как порой нам кажется, наши гости. То есть, если весна, то это обязательно у нас в студии или гидрологи, или, как в нашем случае, человек, который мало того, что он родился под водным знаком, он всю свою сознательную жизнь отдал делу, скажем так, общения с водой. На самом деле самым ценным ресурсом на нашей планете, который уже в ближайшем будущем может стать поводом для каких-то даже крупномасштабных конфликтов. Нехватка питьевой воды на планете, это уже есть такое. Да? Ну а мы сегодня говорим о безопасном пропуске паводковых вод. И в нашей студии Иннокентий Михайлович Андросов в качестве руководителя службы спасения Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Иннокентий Михайлович. Добрый день, Дмитрий. Я перехватил вас в студию буквально после с корабля на бал, самолета на, скажем так, под лампы. Да? Вы съездили на севера, посмотрели, как там обстоят дела. И я хочу сразу настроить. Мы сегодня не хотим настраивать людей на какие-то там страшные вещи и так далее, но у нас новостные ленты говорят сами за себя. Да? У нас мало того, что отменены очень большая часть мероприятий, связанных с Днями Республики в Республике Казахстан. Казахские власти, учитывая масштабы бедствия, которое охватило не только Казахстан, но и Приуралье, да, сократили значительно вот те вот самые мероприятия. Да. Вообще у нас очень странная зима наблюдалась. У нас невиданные холода шли вплоть до самой Москвы. У нас снегопады в апреле, скажем так, не у нас это неудивительно, да, а у наших соседей. Вообще, и в связи с этими факторами у нас складывается, я так понимаю, достаточно непростая ситуация вот с теми вещами, про которые мы каждую весну говорим. Давайте мы, не в качестве отчета, вот все-таки расскажите нашим телезрителям, чего же ждать? Ну, во-первых, мы сегодня, органы исполнительной власти республики и те учреждения, которые работают, сопровождают ледоход, весеннее половодье, сегодня мы на руках держим гидробюллетень номер 1, подготовленный Якутским управлением гидрометслужбы. Ну и как органы исполнительной власти республики, в основном мы работаем на основании вот этих данных. Это организация, которая в течение года, начиная, круглый год, занимается наблюдениями нашей природы. В целом, тенденция, о которой вот вы упомянули, да, по миру и по России, как у нас зима переходит в весну, весна, к лету, вот как раз весна. Но идет очень трудно. Люди, которые мы тоже так же себя относим, которые занимаются природой, мы, в частности, по водным ресурсам, мы постоянно наблюдаем и всегда думаем над этим вопросом, что же у нас будет. Когда начались первые паводки за рубежом, потом, когда уже наша Российская Федерация, это средняя полоса, мы внимательно всегда читаем, что там происходит. Сейчас уже начали много писать о том, что из-за чего это произошло, Оренбургской области, там, Курганской, продолжается до сих пор. Это зона Урала, Казахстан. Даже высказывание президента Токаева в Казахстане о том, что на верховьях реки Тобол впервые за 80 лет первое такое катастрофическое наводнение. Вот. Поэтому, конечно, для них это как бы сюрприз. Это паводки, которые 1% обеспеченности, то есть повторяемостью на 100 лет один раз. Вот такое происходит сегодня в мире. И смотрю, эта тенденция, она продолжается и приближается к нам. Сегодня проблемы Бурятии, проблемы Тюменской области, Томской, оно как-то идет. Это говорит о том, что
Я вот буквально вчера даже читал статью научного руководителя гидрометцентра Бильпанда. Ну, человек, который всю жизнь работает в гидрометеорологическом наблюдении, руководитель. Ну и всегда он тоже правильно говорит. Но он говорит, это влияние глобального потепления. Вот. Есть термин «эль-ниньо». Мы живем эпохой «эль-ниньо». Это когда все, ну, говорят же, вот, звезды сомкнулись в одно место, и это и происходит. Поэтому об этом вот как раз тоже постоянно у нас говорили. У нас вот в республике глобальное потепление мы тоже чувствуем. Оно проходит вот в глазах жителей вот нынешнего поколения. Мы уже помним, вот раньше, 60-е, 70-е годы, всегда холода были очень суровые. А сейчас вот люди зимой ходят в шапочках тонких, да, демисезонных этих шубах и так далее. Это говорит о том, что у нас теплее стало, совсем другой. Поэтому этот процесс сейчас еще усиливается, и видно в этом году, скорее всего, этот процесс, однако, продолжится и в нашей республике. Сегодня вот я говорил о том, что мы на руках держим гидробюллетень гидрометцентра, и сразу же все начали изучить его. Вот наша служба спасения республики, наш центр мониторинга собирает со всех, ну, откуда мы можем, да, все данные гидрометеосвещения и начинаем анализировать все-таки, что произойдет. У нас по всей Российской Федерации после наводнений 2000 крупных 12-13 годов сделали определение зоны затопления, подтопления Российской Федерации. Я всегда и раньше говорил, когда вот работал в Федеральном агентстве водных ресурсов, о том, что в республике это паводковое время, оно проходит, во-первых, очень дольше, 1,5 месяца, начиная от Бетима, заканчивая поселком Покотск, Нижнеколымского района, или там Саскалах на севере. И у нас эта работа поставлена, ну, скажем, на высоком уровне. Мы, притом, всегда, каждый год ощущаем это влияние паводка, поэтому у нас это сезонная работа. И сегодня эта работа, ну, скажем, этап подготовки уже завершается, и уже будем встречать паводок. Я перебью. Вы сказали Витим и Похотск, да? Но ведь условия Витима на юге, да, на границе с Иркутской областью, и условия Нижней Колымы, они кардинально отличаются. Конечно. То есть у нас мало того, что огромная территориальная, да, у нас еще и разнополосица в части природных условий. Да, ну, природные пояса у нас, они совсем разные. У нас же и тундра, лесотундра, лесная, вот, лесной пояс. Вот, поэтому, конечно же, подходы поэтому разные. Вот, поэтому вот как раз насчет Верхней Лены, да, мы всю зиму ощущали, и когда, ну, взаимодействовали нашими коллегами с Иркутской области, они говорили о том, что снега мало. Да, до марта месяца снег был очень, ну, незначительный, ниже нормы. А сейчас вот уже говорят другое. В апреле месяце у них выпало много осадков. Наши коллеги вот, постоянно в контакте, и эта информация у нас есть. И он выпал, и вот сейчас ждет положительной температуры, и, ну, должна растаять. И, скорее всего, будет опять, если будет дружность высокая, скажем, резкое потепление, опять же, там волна паводка в верховьях реки Лена должно быть очень большой. Ну и второй момент – это толщина льда. В связи с тем, что снега было мало, ну, шубы нет подходящей от снега, поэтому лед у них потолще, местами даже превышает норму на 30 сантиметров. Это много. Поэтому мы все активно будем прослеживать, как идет паводок в верховьях реки Лена, как работают боковые речки, дожди пройдут или нет. Но по данным
Вот у нас после 20-го, 25-го должно тоже пройти Западная Якутия, ну, частями, наверное, дойдет и до Центральной Якутии, дожди, которые, наверное, определят тоже какое-то влияние на прохождение паводка. Исходя из этого, иркутяне от Бодайбо до Битима поставили цифру 12 мая. Ну, плюс-минус 5 дней, да, это гидромет прогноза это и есть. Это значит 12 минус 5, 7, может быть, до 17 где-то вот в этом. Но всегда у нас постоянно вот на границе нашей республики ледоход начинается вот последние года 5, 6 вот как раз мая. Вот. А наш гидрометцентр поставил конкретно 6 мая. Вот. Поэтому, ну, в целом-то вот даже 7 вот и 6, где-то в этом районе у нас там произойдет вскрытие реки, нашей границы. Ну и первый крупный город это Ленск. Наш вот один из известных 2001 годом, 98-м. Там 9-10 вот мая. В Якутске, потом он, когда проскочит вот затороопасные участки на территории Ленского района, это Батамайский, это Тинное, когда вот заторы 2001 года спровоцировали наводнение. Если это пройдет, река немножко меняет свое направление. Он уже идет в восток, это в районе Мача, там, Солянка и так далее, да? Вот. Дельгей проходит Балюкинский район. Балюкинский стоит, по-моему, ну, числа 19-го. Ну, через 2-3 суток он там бывает. Но и в районе Алёкинска он может быть и пораньше. У нас барометром вскрытия рек нашей республики последние года является река Тяня, где у нас вот на устьевой части стоит поселок Тяня. Он первым вскрывается, там начинает чуть-чуть подзатаривать, и уже Алёкма пошла. Поэтому от выхода воды из реки Алёкма это сценарий, уже оправляется сценарий прохождения дохода почти до города Якутска. Он вперед пойдет, или там вместе пойдут рекой Лена Балюкинской, или он чуть позже пойдет. А для нас самое эффективное, это когда он чуть-чуть пораньше ушло. Волна паводка от реки Алёкма, она должна пройти вперед. И не должно произойти для нас сценарий, это лучший. Накладка волной, которая идет от Ленска. Но не постоянно так бывает. Он почти вдогонку идет. Постоянно. Касаемо Алёкминска, вот у нас группы работали, да, именно конкретно в Алёкминске в конце марта, в начале апреля, да, и фиксировались многочисленные выходы наледей именно в 20-х числах марта даже, да, то есть за Осинском там и так далее. Это может сигнализировать о том, что, ну, какие-то положительные явления будут? Мы всегда смотрим на наледи, вы правильно говорите, потому что в этом году выходы от боковых речек, воды в зимнее время, они образуют наледи, и в таких местах были случаи даже фиксированные. Толщина доходит до 4 метров, как стена. Вот поэтому наледи, большой выход устьевой части наледей, они спровоцируют до затороопасные явления. Мы в этом году, когда мы были в этом году в Алёкминске и Ленске, проводили комиссию по чрезвычайным ситуациям, группа, мы всегда смотрим реку Лену, летим по реке Лена, фиксируем на каких боковых речках какие наледи. И в этом году почти все реки, вот как вы говорите, оказывается, зимнее время дали очень большую воду и весеннее время. Поэтому наледи в этом году очень большие. И они будут и провоцировать затороопасные участки. Вот, допустим, по реке Алда. Вот у меня наблюдатель, мой знакомый, он дал информацию о том, что 7 апреля уже река Барая дал воду. Это я считаю, что через месяц
ровно через месяц, 7 мая, там уже должно идти первые подвижки льда. Всегда так и было, это испокон веков. Это народная мудрость, но люди там тоже наблюдают, которые живут около реки. А это очень раннее. Я от этого опасаюсь, потому что обычно река Алдан, он на устьевой части, ледоход, вскрытие реки происходит где-то после Якутска. Это числа 19-20 мая. А оттуда до этого вот, по реке Алдан, до территории Татинского района, он проходит где-то 3-4, ну, максимум 5 суток. Если вот 7 там вскроется, это совсем раннее вскрытие. Поэтому это может произойти. Это говорит о том, что, скорее всего, будет у нас тоже дружная весна. Вот. Поэтому, конечно, сегодня мы имеем ряд поручений, и все специалисты, которые работают в водном хозяйстве, которые наблюдают, мы буквально вот уже, ну, все по телефону разговариваем сейчас, и электронно и так далее, но будем в начале следующей недели соберемся и будем, ну, расписать сценарий. Все-таки делаем поправки. У нас сценарий-то есть, но будем делать поправки. Как нам вести себя в этом году в весеннем полугодии. Вот. Поэтому постоянно работаем. Ну и вот я перепрыгнул. Да, у нас в районе 12-го это Алёкминск, сценарий вот, ждем Алёкминск. Самое главное, чтобы Алёкминск вперед шел. Алёкма. Потом последние вот 2 года, 23-22 год, крупный затор на участке Хатынг-Тумол в Алёкминском районе. Он всегда разрушался, когда мы подрывали. Вот. Поэтому там узкая горловина, и там очень длинный плес, большое поле встал, и все. Начинает подпирать воду на Алёкминск и в самом вот поселке Харах. Эта тенденция тоже есть, и вот когда он уже начинает образовывать затор, постоянно в этих местах всегда он начинает уже думать, встает и начинает это. И в это время он начинает собирать лед, и он начинает уже там глухо сделать, и пробку и затор. Вода начинает подниматься. Поэтому мы начнем наблюдать, когда он пройдет в Алёкминск, вот Хатынг-Тумол, в районе Хора Хатынг-Тумола. И потом уже он переходит в Хангаласский улус, изрезанные островами, Тоянары и так далее, много же, да, поселений. Там тоже есть места затора опасные. Всегда он там начинает вставать. Были случаи, когда он 3 дня вставал. Вот. Поэтому Якутске, по данным гидрометцентра, стоит 16 мая. А в среднем у нас, по-моему, 19-20 вот, в этих районах раньше было. Ну, День пионерии. Мы всегда видели тут ледоход. А сейчас рано идет. Вот, поэтому для нас, и в частности, вот в этом году, ранняя весна вообще очень опасна. Но природа, конечно, от нас не спрашивает, мы должны к нему, наоборот, равняться и работать. Поэтому, если вот тенденция так идет, будем ждать верховья, когда начнется там вскрытие, и, исходя из этого, будем очень изучать активно наружную температуру. Какая температура, вот когда при ледоходе, прохождении ледохода. И будем принимать меры. Готовимся к этому очень активно. У нас Лена, это, конечно, основная водная артерия, да, вот, как гидролог, как гидротехник, подтвердите это, но вы вернулись с командировки на севера. Там же крупные и очень своенравные реки, да, что Индигирка, что Яна. Как там дела обстоят? Вот буквально вчера члены комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с министром по делам гражданской обороны Дмитрием Николаевичем Левчикова были в Среднеколымском районе, и под руководством первого заместителя председателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова прошло заседание по подготовке к пропуску весеннего полугодия. Да, вы правы. Наши северные реки, они своенравные, они вообще отличаются от реки Лена.
У нас они находятся в верховье все горной местности. Как всегда, обычно в горах много снега выпадает. Потом он может очень резко, при резком потеплении дать очень большие расходы воды. Поэтому мы большое внимание уделяем, конечно, северным нашим рекам. Тем более, по прогнозу гидрометцентра, в городе Среднеколымске стоит наивысший уровень 12 метров. Это аж критическая, это критическая отметка города Среднеколымска. Если там чуть-чуть даже лед встанет, ниже там 17 километров, затор опасный участок, самый крутой в республике. Крутой поворот реки, и не было, по-моему, года, когда мы не делали там подрыв, взрывные работы. Поэтому очень быстро поднимается, и при таких уровнях 12 метров, это по прогнозу, ну, может быть, он 12,50, ну, 11,50. При таких случаях маленький затор, маленькая остановка льда, он поднимет воду резко на метр даже. А максимальный уровень вообще Среднеколымска был 14 метров 26 сантиметров. Очень опасная отметка, но в крайне тяжелом состоянии там удерживали воду. Если там водоудерживающая дамба сделана способом, и сегодня, значит, стоит задача, значит, поднять вот эту дамбу на отметку выше, чем сегодня. На 15 метров есть планы. Поэтому сегодня идет очень активная работа. Министр вместе, значит, нашим куратором, первым заместителем председателя правительства приняли очень резкое решение. Поэтому, я думаю, органы исполнительной власти республики, это Министерство финансов, Министерство экономики, они должны поддерживать вот это желание поднять дамбу. Иначе там будет затоплено 80% города. Вот как раз при определении зоны затопления, подтопления там так и нарисовано. Отметка очень низкий. Только вот центральная часть города останется. Вот, поэтому готовимся к этому. Ну и у нас почти 1/3 реки Колыма, она же Магаданской области. Там и гидроузел, 2 крупных, значит, ГЭСа стоят. Усть-Среднеканская и Колымская ГЭС, которые вырабатывают электроэнергию, ну и удерживает порядка 20% от расхода реки Колыма. Но по сегодняшнему плану Колымская ГЭС должен удерживать сток, который он проходит в Верховье у себя. Должен аккумулировать водохранилище. Это для нас тоже хороший сценарий. Вот. Значит, в районе границы вот по реке Колыма мы ожидаем где-то числа 15-16 мая. Последние года вот Центральная Якутия и Северная Колыма в одно и то же время проходит ледоход. Поэтому приходится вот Главному управлению МЧС разделить, принять меры, чтобы и подрывники там были, и тут у нас были. Ну и оперативные группы отрабатывали и тут, и там наравне. Конечно, это сложно. А раньше было вот Якутск, уже проходит ледоход, уже он доходит до устья реки Алдан, потом уже начинается переход ледохода на территории по реке Колыма. А сейчас вот все подравнялось. Это, видимо, и глобальное потепление может быть. Было поступенчато, сейчас все одинаково. Все в одно и то же время. Поэтому это очень трудно. А потом уже там, конечно же, мы будем смотреть на реку Березовка. Там у нас тоже страдальный поселок от Паводка, Березовка. Но сегодня он, конечно же, перенесен на возвышенное место, но ряд домов осталось там, пониженные места. Он как раз первым, опять-таки, начинает от Чукотки теплые температуры и начинает уже растаивать. Потом есть тоже река, немаленькая река Алазея. Вот в этой реке тоже 3 поселка, которые много раз тоже уходили, затапливалось. Это Сватай, это село Аргахтах, ну и Андрюшкино. Были года, когда они стояли даже осеннее время в воде. Поэтому
Он начинает уже воду давать потом, потому что у него верховья от отрогов Берхаянских гор со стороны Абыйского улуса. Потом уже в это время начнутся вскрываться река Андигирка и верховьях. Там есть тоже ряд наслегов, сел, которые подпадают. 2018 год тоже были очень крупные наводнения. Это Сордонно, это сам Томторы, Эммикон, там Уснера, поэтому там тоже будем наблюдать. Вот. Были случаи, когда мы делали подрывы и в Момском районе. Село Соболох подпадало. Там как раз он стоит в устьевой части Момы, притока Индигирки. Там и тоже затапливание. Нефтеваза Момского района, нашей Саханефтегаз, это тоже опасном участке. Белая гора тоже, поэтому прослеживать будем. Ну и в этом году очень сложные, наверное, условия будут паводковые по реке Яна. Потому что наш гидрометцентр дал всю зиму там, и сейчас тоже дает. Там экстремально высокие уровни снегозапасов. Много снега, тем более там в горах. А горы, они начинают позже растаивать, оттайка идет. Как раз когда уже мы переходим на положительные температуры. Поэтому там будет тоже дружная весна в любом случае. И плюс, опять-таки, раз уж там осенью увлажненное было, поэтому, наверное, там наледи есть. Могут и где-то в середине лета, в начале июля месяца, обычно вот наледевый паводок бывает. Набирает воду, наледь, стоит как плотина, и потом уже, когда температура положительная, уже переходим к лету, начинает оттаивать и дает очень большой волну, ну, почти селевый там паводок происходит. Поэтому в этом году все поселения, которые расположены в Берхаянском районе, это Сордонно, это Сордах, это и Дулгалах, ну и все поселения до Батагая ниже, они должны быть готовы. Как профилактика идет? Муниципалитеты как работают? Это же очень важно, вот, учитывая последние события. Да? Активно, конечно же, в рамках подготовки паводку основной упор делается в муниципальном образовании. Во-первых, глава района Улуса, он отчитывается, что сделано в самим администрации Улуса, как работает ИДДС, какие материальные резервы накоплены, какие дополнительные финансовые средства предусмотрены, пункты временного размещения, насколько человек готовы, все вот эти раскладушки с постельным бельем и так далее, все готово или нет. Потом система оповещения, это наше Министерство инноваций. Они тоже работают в этом плане активно. Громкая связь. Потом наши вот эти сотовые операторы, как работают, насколько долго они будут значит, когда электричества нет, они могут дать эту связь. Ну и места отгона скота. Министерство сельского хозяйства. По всем, вот мы тоже встречались, там они отработали. По всем сельхозрайонам. Поэтому я должен сказать, что готовность, она высокая, она есть. Мы смотрим, где нет, конечно же, там дополнительные поручения даются, где-то что-то надо делать. Но я надеюсь и что думаю, наверное, в конце следующей недели будут, наверное, дополнительный выход и решение КЧС, комиссии по чрезвычайной ситуации республики, по ряду населенных пунктов, где при первом звонке должны быть полная эвакуация населения. Вот такое в этом году мы собираемся делать после консультации от всех органов, которые работают именно вот по водному хозяйству. Мы готовы и будем докладывать наших руководителей о том, что к этому нужно идти. Евгений Михайлович, ну, ваша нынешняя должность, она предполагает учет и того огромного опыта в качестве гидротехника, в качестве гидролога, да, человека, который досконально знает
систему водную на территории нашей республики и умение расставить силы и возможности, технические средства для того, чтобы не пострадало население. Да? Это в качестве руководителя службы спасения. Поэтому вот удивил такой термин, я впервые его услышал за много-много лет, дружная весна. Да? Вроде бы хорошее такое понятие, дружба, дружно так и весна, вообще позитивное очень. Но в ваших устах оно звучит очень угрожающе. Вообще термин «дружность» весны, он гидрологии, он есть. Он полностью расписан. Это когда резкое потепление. Дружная весна – это резкое потепление, плюсовые. И есть вообще понятие вот, переход от отрицательной температуры к положительной. Вот это определяет очень большое внимание. Иногда он бывает чуть позже, а иногда он чуть-чуть раньше. Вот видите, у нас сейчас уже идет переход к положительным температурам, наружным. Это уже предполагает о том, что при резком потеплении будет активно, дружно будет. Поэтому вот есть вот такой термин – дружность. Да. Мы его давно наблюдаем, и гидрологи, конечно, это и есть термин. Но для нас, для нашей в этой республике, при огромнейшей нашей территории, это термин, конечно, не очень нужный. Да. У нас нужно, значит, постепенная оттайка. У нас же вот бывает такое, да, тепло, потом похолодает, да. Вот в городах скользко тогда, потом опять тепло переходит, потом опять вот такая весна для нас это очень нужно. Но всегда, когда проходит сам ледоход, он сопровождается тоже изменением погоды, да. Вот. И в этом случае для нас нужно, конечно, где-то не очень холодное. Когда холодно, там он является одним из главных факторов образования заторов. А для нас затор – это страшная вещь, потому что он подпирает и начинает подниматься уже уровни воды. Поэтому вот тут в какую сторону идти тоже очень интересно. Поэтому, конечно же, вот и при проведении даже вот взрывных работ мы участки, где он образовался затор, подходим, там вот затор образовался, мы не просто идем и начинаем провести взрывы, а начинаем изучать, какая волна идет, во-первых. Если там волны нету, бывают моменты, когда надо ожидать. Когда он нормально взял уровень, при первом подрыве он постепенно ушел. А внизу бывает иногда не готово, да, лед стоит зимний. Поэтому тут нужно сутки, полторы надо ждать. Вот эти моменты мы всегда учитываем. А тогда население, конечно, начинает ой, вот мы уже тонем, да, уже вода прет, а там не проводят какие-то вот эти работы подрывные. Поэтому мы все это коллегиально, гидрологами все смотрим и стараемся принимать решения. Я очень хочу надеяться, что нас не ожидает участь наших, скажем так, соседних регионов. Даже вот на Бурятию посмотреть, да, вот реально, там картина же ужасная. Тут надо все-таки мы в этом году должны опасаться. Сейчас вот мы все активно думаем, да, этот год по своим вот гидрометданным, да, и по осеннему увлажнению, по снегозапасам, по толщине льда, к какому году он подходит. Но, к сожалению, он уже начинает говорить, наши коллеги, о том, что он подходит к 2013 году. Год был очень опасный. И на севере, и вот у нас. Поэтому тут мы сегодня, наверное, должны просто говорить жителям республики о том, что в этом году будет очень сложный паводок. Но всегда мы не любим, даже всегда говорим о том, что это все зависит весна от того, какая весна будет. Я всегда смотрю, конечно, не только вот наш гидрометцентр, но и вот у меня многие звонят, вот говорят свои наблюдения. Но народ, жители, есть люди, которые сами тоже, да, смотрят. И
определяют, ну, какой год будет. Даже они до осени иногда прогноз дают. Вот. Я активно не взаимодействую, веду разговоры и тускулом. Ну, человек, который дал свою душу и смотрит тоже на погоду очень хорошо. Изучает. Вот. Поэтому он говорит тоже, это год, говорит, многоводный будет. Многоводность. Оно и есть. Вот. В основном он, конечно, упирается в это заречной группе улусов. Но он где проживает, где постоянно наблюдает. В прошлом году вот по реке Тата же случай был, но, конечно же, оно было спровоцировано, может быть, гидротехническими сооружениями, которые не так сработали. Где-то воды было много, водохранилища. Вот. Поэтому этот вопрос мы сегодня изучаем и, наверное, вот, опять-таки дадим какие-то свои пожелания, наверное, рекомендации о том, что, может быть, некоторые водохранилища можно вообще опорожнять для приема весеннего стока. Вот у нас крупные ГЭС, вот Белюйская ГЭС, ну вот и Колымская ГЭС Магаданской области. Там работает межведомственная группа по регулированию работы вот этих ГЭСов, гидроэлектростанций, плотин. И они изучают, делают замеры снегозапаса, дают прогнозы и идет перед половодной иногда попуски делает, чтобы встретить весенний сток. Им нужна определенный уровень, отметка, определенное количество воды для выработки электроэнергии всю зимнее время. Да? А излишки они должны сбрасывать. Вот. Но в этом году Белюйская ГЭС, он предполоводную сработку, по-моему, он не делает. А Колымская ГЭС тоже пока поддерживается. Ну, делает расчеты еще. Ну и потом это коллегиально решение принимается решением межведомственной рабочей группы, которая руководит Ленского северно-водного управления. Вот коллегиальный съезд, у кого-то там вода нужна, у кого-то там нужно передерживать и так далее. Вот такое и должно быть, конечно же, при регулировании стоков на малых реках. У нас есть малые реки, это Сола, Заречье, это река Татта, которые иногда дают такой паводок, да, который даже врагу не пожелаешь, которые, значит, начинают затапливать населенные пункты, которые расположены по нему этой реки. У нас есть река Матта в горном районе, которая тоже бывает проблемной. Кстати, в этом году по реке Матта, по бассейну много снега. Мы 2008 год, помню, при дружной весне было очень крупное затопление. В прошлом году тоже село Эрть. Последние года затопление идет в селе Чагда Кобяевского улуса. Первое затопление иногда в снеговой воде. Вот. Поэтому в этих населенных пунктах, где были раньше даже малейшие высокие уровни, в этом году главы муниципального образования должны остерегаться и принять все меры. Эвакуацию людей, это беременных, пожилых людей, которые дома лежат. Надо их эвакуировать нужно в любом случае. Ну, спасибо. На самом деле, еще раз, проинформирован, значит подготовлен. Да? Конечно. Дело муниципалитетов, дело республиканских властей, федеральные власти строго следят, учитывая опыт, еще раз говорю, некоторых субъектов, которых очень опасные картины нарисовались. Да? И самое главное, еще раз, береженого Бог бережет. Люди должны понимать, что подготовка их хозяйств, подготовка их подворий, готовность к эвакуации, готовность к каким-то мерам, которые не то что рекомендуются, а требуются это делать. Это нужно обязательно следовать этим. И я еще раз очень хочу надеяться, что несмотря на все эти тревожные показатели и по погодным, и по гидрологическим показателям, у нас все-таки, конечно же, хотелось бы, чтобы обошлось без жертв, без потрясений, без, скажем так, без
того негатива, которым ну, может вот это явление природное. Это уникальная сила, это огромная сила сопровождается. Поэтому еще раз пожелаю вашим коллегам всех уровней, да, начиная с ваших подчиненных, заканчивая МЧС, других экстренных служб, которые день и ночь будут в эти дни, конечно же, дежурить, следить за ситуацией и предпринимать все меры для того, чтобы еще раз вот это было сделано, спасти людские жизни. Будем, да, все вместе работать. Готовность очень высокая. И я думаю, все мы должны активно работать. Ну и призываю, конечно же, глав муниципального образования тоже не надеяться на что-то, да, а прислушиваться тем поручениям, рекомендациям, которые дает наша высшая власть, те органы, которые сегодня работают на эту тему. И я надеюсь, что понимание у нас будет, и все будем вместе работать. Спасибо. Это программа «Один из нас», и мы сегодня говорили о прогнозах, пока о прогнозах на весенний паводок. В студии был руководитель Республиканской службы спасения Иннокентий Михайлович Андросов и вел передачу Дмитрий Аргунов. Увидимся.